Нарядные выпускницы в школьной форме, импозантные юноши с букетами цветов. Последний звонок – праздник всегда яркий и запоминающийся. Это событие оставляет в душе каждого выпускника самые теплые воспоминания. Позади один из самых лучших периодов в жизни человека – школьная пора. Уроки и перемены, контрольные работы и домашние задания. Звук последнего звонка вызывает смешанные чувства – радость, грусть и тревогу. Чувство восторга, естественно, испытываю. Я ждал этот день на протяжении 11 лет. Великолепный день, просто наполняюсь радостью, счастьем. Одноклассникам хочу пожелать успехов в дальнейшем, побед. На сегодняшний момент мы проделали такой огромный путь длиной 11 лет, что мы закончили школу наконец-то. И в первую очередь хочется поблагодарить наших учителей дорогих, пожелать им удачи, терпения в будущем. Хочется пожелать, чтобы они поступили в тот вуз, который они захотели, чтобы у них все получалось в жизни, ну, конечно же, здоровье. Это и радость, но в то же время это грустно, потому что мы уходим, мы больше не будем сидеть за этими партами, мы больше не будем испытывать таких эмоций, как здесь и сейчас. Из 314 выпускников СИБАя 50 гимназистов. В этом году здесь 2 выпускных класса – социально-гуманитарный 11А и физико-химический 11Б. Среди учащихся – победители олимпиад и конкурсов, активисты, отличники учебы, которые традиционно получают награды. В этом году обладательницей статуэтки стала трехкратный призер Всероссийской олимпиады по биологии Аделия Шарипова. Ребята, принимавшие активное участие в культурной, спортивной жизни гимназии города, были отмечены благодарственными письмами. Словом, выпускники 2016 года оставили после себя добрый след в истории образовательного учреждения. Это вот у меня 4-й выпуск. И, естественно, это сегодня самые близкие, самые родные, самые любимые выпускники. Эксперимент заключался в том, что этот класс сформировался как двухпрофильный. И мы выпускаем 16 физиков и 12 химиков из нашего 11 Б класса. Я благодарна тем нашим ученикам за то, что они старались, учились. В нашем классе 14 олимпиадников, городских олимпиадников, в основном по профильным предметам. Поздравить ребят с праздником собрался полный зал людей. Это учителя, родители, почетные гости. С напутственными словами пожеланий на торжественной линейке выступил заместитель главы администрации по финансовым вопросам, начальник финансового управления Виктория Трофимова. Сегодня особенный и очень волнительный день, поскольку впереди вас всех ждут государственные экзамены и выбор будущей профессии, вступление в самостоятельную жизнь. Не сомневаюсь, ваш молодой задор, энергия, смелость помогут вам справиться с любыми задачами. Знания, которые вы получили в школе, вскоре пополнятся профессиональными навыками. Применяйте их для воплощения своих планов, для преодоления жизненных испытаний и достижения поставленных целей. Старших школьных товарищей поздравили и первоклассники, которые заверили, что станут достойной им заменой. Вы ученики, а теперь выпускники, не придете в первый класс, это раз, не прочтете там слова, это два, ну а в-третьих, ждет вас скоро, что не снилось ЕГЭ, непонятное такое, очень страшное ЕГЭ. На торжество пришли родители выпускников, которые все эти годы вместе с учителями шли рядом, помогая преодолевать трудности и оказывая поддержку. У меня и старшая дочь здесь закончила, сейчас она окончила институт юридический, младшая тоже. Я вообще рад, что мои дети учились в этой гимназии. У нас сегодня такой знаменательный день. Наш сын заканчивает в этом году 11 классов. Мы, конечно, очень рады, тоже волнуемся, не меньше, наверное, самих выпускников. В свою очередь, выпускники выразили слова благодарности первым учителям, педагогам-предметникам, классным руководителям. Годы учебы подарили им не только знания, но и жизненный опыт, который уже в скором времени, несомненно, им пригодится. Школьные годы называют лучшими, а последний звонок – символом уходящего детства. Это уже не очередной утренник, а прощание с определенным этапом жизни и встреча с неизведанным и таким загадочным будущим. Луиза Мустафина, Рустам Имангулов, Гульвина Раскильдина, телекомпания СТВ.